Я уже заметил, что стоит только упомянуть в тексте какие-нибудь проблемы Евросоюза, как реакция наших западников сводится к одному контраргументу. Да, Европа загнивает, да все никак не загнется еще со времен СССР. Вот и сейчас, если я скажу, что Евросоюз стоит перед перспективой реального коллапса, то мне, скорее всего, напишут что-то подобное, одновременно обвинив в принадлежности к кремлевской пропаганде. И все равно я скажу, что Евросоюз рискует развалиться в обозримом будущем. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы считаться кремлевской пропагандой. Тем более, если компанию мне составит премьер-министр Франции Мануэль Вальс, который вчера сказал то же самое. Да, он даже слово «коллапс» использовал. Как вы думаете, это его Путин купил или он действительно так думает? Французский премьер сделал такие заявления в Берлине, куда приехал, чтобы обсудить с Ангелой Меркель, как жить дальше в эпоху Трампа. Если честно, то его интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung указывает на то, что его общение с Меркель больше напоминает коллективный сеанс психотерапии, чем мозговой штурм. Я даже скажу вам, что мне это напомнило. После победы Трампа во многих американских университетах были проведены специальные мероприятия психологической поддержки для студентов, которые не могли справиться с горем от поражения Хиллари Клинтон. Волонтеры и сотрудники университетов создавали для страдающей американской молодежи приятную атмосферу. Утешали их, раздавали рассказки для взрослых, привозили специальных терапевтических собак, которых можно было погладить, и давали возможность студентам выплакаться в волю. Некоторые тесты и зачеты были в это время отменены. Так вот, действия европейских политиков после выборов в США мне очень напоминают такую коллективную терапию. Вместе поплакать, вместе погоревать, вместе убеждать друг друга, что все будет хорошо, хотя ничего конкретного они и не придумали. В том же интервью французского премьера сложно найти какую-то конкретную последовательную программу действий. Заявление о том, что Франция и Германия должны быть лидерами Европы, это не программа действий. Франция и Германия уже давно лидеры Европы, и проблема как раз в том, что многим европейцам не нравится, куда эти лидеры их завели. Англичанам и части английской политической элиты эта ситуация не понравилась до такой степени, что они проголосовали за выход из Евросоюза. И даже Мануэль Вальс уже подозревает, что это не последняя страна, которая попросилась на берег с европейского «Титаника». Премьер Франции вдруг осознал, что перед Европейским Союзом стоит проблема мигрантов. Но это большой прогресс. Но с кем он собрался эту проблему решать? С Меркель? С той самой Меркель, которая наводнила Германию мигрантами и тем самым обвалила свой собственный рейтинг? Есть версия, что француз вообще приехал в Германию, чтобы оказать фрау-канцлер столь необходимую моральную поддержку. Западные аналитики уже объявили Меркель спасителем свободного мира, при том, что она последний человек, которому подошла бы эта роль, да и ей самой в ней, если честно, не очень комфортно. Как правильно пишут те же западные аналитики, у Меркель для роли лидера и спасителя свободного мира нет ни харизмы, ни армии, ни сверхмощной экономики. А тут еще и Евросоюз разваливается. Я напомню всего несколько событий, которые могут добить европейскую стабильность. В декабре будут президентские выборы в Австрии, который вполне может выиграть кандидат, настроенный на признание Крыма и выход Австрии из Евросоюза. Также в декабре будет референдум в Италии, по результатам которого правительство Ренци может отправиться в отставку, что вызовет политический кризис и фактически паралич принятия решений на уровне ЕС до тех пор, пока итальянские политики не разберутся между собой. А 2017 год несет еще больше интересных событий. Будут президентские выборы во Франции, которые может выиграть или Саркози, или Марин Ле Пен. Причем оба варианта для Меркель достаточно плохие. А еще она сама может потерять кресло канцлера, хотя и собирается баллотироваться на 4-й срок. Кстати, хочу спросить у любителей западной демократии и сменяемости власти. Вот 4-й срок Меркель — это как? Демократично? А 4-й срок Путина нет? Вот так и выявляются двойные стандарты. Если судить по опыту избирательной кампании в США и референдуму по Брекситу, то я уже знаю, кого объявят виноватым. Вот вы думаете, Обама по доброте душевной объявил, что Россия — это сверхдержава, которая имеет влияние во всем мире? Нет, конечно. Это такая артподготовка к массированной информационной кампании с опорным посылом
Путин расшатывает Евросоюз. А то европейцы могут не понять, как Евросоюз может расшатать региональная держава с порванной в клочья экономикой. А так все будет понятно и ясно. Не исключаю даже, что наши киевские оппоненты перешлют в Берлин или Париж очередной набор фейков, которые представят как письма, якобы украденные из почты условного Суркова. А потом BBC и Евроньюз будут рассказывать про какой-нибудь план Ле Шатун и пугать им избирателей. Будет весело, конечно, вот только европейским политикам это точно уже не поможет.